Здравствуйте, мы находимся в Чувашском государственном университете на факультете русской и чувашской филологии и журналистики. Сегодня нам предстоит беседа с деканом факультета Аленой Михайловной Ивановой. Алена Михайловна, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня мы с вами поговорим об особенностях филологического и журналистского образования. Скажите, изменились ли условия обучения на вашем факультете, и если да, то как? Сегодня факультет гармонично сочетает в себе лучшие традиции гуманитарного образования и современные технологии обучения. Каждая аудитория нашего факультета оснащена мультимедийным оборудованием, совершенствуются учебные планы. У студентов есть все возможности для реализации своего научного и творческого потенциала. Факультет готовит бакалавров по направлениям журналистика. Здесь два разных профиля – цифровые медиа и современная журналистика. Также направление подготовки филология тоже имеет два профиля. Филология в профессиональной деятельности. Этот профиль мы раньше называли русский язык и литература. И современный профиль – филология в этнокультурной и информационной сферах. Совсем недавно на факультете у нас открылось новое направление – педагогическое образование с двумя профилями подготовки – русский язык и английский язык. В 2022 году факультету выделено 70 бюджетных мест. Студенты обучаются по очной, очно-заочной и заочной формам. Алена Михайловна, я знаю, что абитуриенту при поступлении в ваш вуз необходимо не только ЕГЭ, но и сдать вступительный экзамен. Расскажите, пожалуйста, о нем, что предстоит абитуриенту, к чему готовиться. Абитуриентам, планирующим поступить на отделение журналистики, нужно сдать экзамен творческой направленности. Это сочинение на одну из предложенных тем об интересных людях, о себе, о будущей профессии, о событиях, происходящих в мире, о природе, спорте и так далее. Будущие журналисты, абитуриенты, также сдают еще один внутренний экзамен – это собеседование, в ходе которого преподаватели кафедры журналистики в доброжелательной форме беседуют с абитуриентом на разные актуальные темы и анализирует его портфолио, которое может содержать заметки, статьи абитуриента, опубликованные в газетах, журналах, в информационно-рекламных изданиях. Алена Михайловна, а какие дисциплины изучают на вашем факультете? Будущие филологи углубленно изучают теорию и практику языка, стилистику и культуру речи, русскую и зарубежную литературу, иностранные языки. В числе изучаемых дисциплин студентов-журналистов – теория и практика журналистского мастерства, история отечественной журналистики, визуальная журналистика, телевизионная журналистика. Кроме традиционных предметов, мы включили в наши учебные планы актуальные, востребованные в настоящее время дисциплины, например, создание медиапроектов, социальные сети в профессиональной деятельности, мультимедийная журналистика, создание медиатекста. Алена Михайловна, скажите, а уже студенты, которые учатся на вашем факультете, где они могут пройти практику, на каких предприятиях республики? Студенты-журналисты уже с первого курса начинают заниматься в творческих студиях при редакциях ведущих периодических изданий, в телерадиокомпаниях, в книжных издательствах, в пресс-центрах, в рекламно-информационных агентствах. Студенты-филологи во время учебы тоже проходят практику – диалектологическую, фольклорную, редакторскую. У них есть также производственная практика по работе с документами и педагогическая, которая проходит в школе. Студенты во время прохождения практики знакомятся с будущей профессией, узнают ее изнутри, оттачивают свое мастерство. Многие обучающиеся, будучи еще студентом, совмещают свою учебу с работой по специальности, являются корреспондентами, телерадиоведущими, работают учителями в школе. А научно-исследовательскую деятельность во время обучения ведут?
Наши студенты с младших курсов активно принимают участие в научно-исследовательской деятельности. Например, в университете ежегодно в апреле проходит неделя науки. И в рамках этой конференции наш факультет проводит более 50 мероприятий, а студенты представляют более 400 научных докладов и публикуют свои статьи в журналах и сборниках статей. Студенческие академические группы нашего факультета не раз становились победителями в конкурсе «Лучшая академическая группа университета». Многие студенты являются стипендиатами правительства Российской Федерации, главы Чувашской Республики, стипендиатами имени Солженицына и Вознесенского. В последние годы факультет значительно расширил границы международного сотрудничества. Мы, например, успешно реализовали масштабные мероприятия за рубежом по популяризации русского языка. В Казахстане мы провели большой научно-методический семинар для учителей русского языка Республики Казахстан. Наша делегация выезжала в республики Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан и проводила там очную олимпиаду, в которой приняло участие более 1000 человек из этих стран. В мае этого года мы пребывали в республике Узбекистан и проводили там фестиваль русского языка и культуры, программа которого включала целый ряд мероприятий. Это лингвистические литературные квесты, викторины, квизы, творческие конкурсы, мастер-классы, лекции, фотовыставка национальных костюмов народов России, а также большой концерт заслуженного и народного артиста Чувашской Республики Дмитрия Семкина. Алена Михайловна, вы упомянули, что ваши студенты становятся лауреатами, призерами различных конкурсов, конференций. Скажите, поощряют ли студентов за их вот такие вот заслуги? Да. За призовые места на конкурсах, на конференциях студентам назначают дополнительные стипендии. Они бесплатно публикуют свои статьи в сборниках, выезжают на конференции и на экскурсии в другие города за счет средств университета. За достижения в научной, учебной, культурной и спортивной деятельности студентам назначаются повышенные стипендии ежемесячно в течение 1 семестра. А победители и призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, а также Олимпиады Чувашского государственного университета по русскому языку, по математике, физике, химии, информатике при поступлении в наш вуз на бюджетную основу получают дополнительную стипендию в размере 10 000 рублей ежемесячно в течение целого семестра. А при качественной сдаче экзаменационной сессии они получают дополнительную стипендию в размере 4000 рублей до окончания всего периода обучения в вузе. Скажите, а кем и в какой сфере может работать выпускник факультета русской и чувашской филологии и журналистики? Филологическое и журналистское образование позволяет выпускнику реализовать себя в самых разных сферах деятельности: телерадиоведущий, корреспондент, репортер, редактор, учитель, преподаватель. Сейчас наши ребята все чаще работают в интернет-сфере. Они пишут тексты, их называем копирайтерами и спичрайтерами. Они создают и продвигают сайты, SEO-специалисты. Они разрабатывают контенты, контент-менеджеры и даже пишут сценарии для компьютерных игр. Любой студент нашего факультета находит для себя занятия. Кто-то участвует в конференции, кто-то устраивает мероприятия, кто-то принимает участие в конкурсе, а кто-то даже под руководством преподавателей, конечно же, реализует проекты. Например, мы, чувашские филологи, реализуем проект «Чуваш-Арди», «Чувашский в чемодане». Чтобы обучение языку не проходило скучно, мы проводим урок чувашского языка в виде интеллектуальной игры. У нас есть специальный чемодан, у которого есть своя хозяйка Илембе. Играя, мы рассказываем про Чувашию, знакомимся с традициями чувашского народа, танцуем и, конечно же, запоминаем чувашские слова. Хотелось бы сказать, что участниками нашего проекта стали не только школьники, но и студенты, учителя. На нашем факультете никогда не бывает скучно. Постоянно проводятся различные
конкурсы, встречи, культурные, научные и спортивные мероприятия. Я благодарна своему факультету, университету и считаю, что филологическое образование — это в первую очередь начитанность, грамотность, общительность, абстрактное мышление и всестороннее развитие. Но также наш университет, и в частности наш факультет, это про свободу саморазвития и воплощения своих идей. Например, моя одногруппница решила создать театральный фестиваль на нашем факультете. Она написала проект, подала заявку на грантовый конкурс и выиграла его. То есть ей выделили средства, и теперь дважды в год в наших аудиториях появляются русалки, черти, агафьи, фёклы и другие персонажи русской литературы. Например, мы сами не верили в наши силы, если честно, и думали, что победит только какой-то суперпроект, связанный с нанотехнологиями. Но вот мы подали заявку и выиграли этот грант, и теперь мы являемся создателями мобильного приложения LeetPlay. Просто однажды у нас появилась идея создать игру по мотивам какой-то книги. И вот мы написали проект и выиграли этот грант. Мы адаптировали текст романа «Мастер и Маргарита» под приложение, прорисовали героев, прорисовали локации, нашли музыку, проделали очень много работы и уже совсем скоро готовы представить людям готовое приложение. Отделение журналистики — это далеко не только учеба. Сразу с первого курса у нас открывается море возможностей. Например, вуз нам устраивает разные мастер-классы, приводит разных спикеров, которые рассказывают о том, как создавать свой проект, как ставить собственную речь, о том, что такое софт-медиа и еще о многом другом. Также мы проходим различные курсы. Например, одним из таких является межэтническая журналистика. Ну и, конечно, все наши студенты имеют возможность проявить себя и вступить в актив факультета. И в дальнейшем даже поучаствовать в конкурсе «Стань звездой». Ну и отдельного внимания, конечно, заслуживает практика. Она есть на всех факультетах, но я считаю, что у нас она особенная. Просто потому, что мы можем пойти в пресс-службу, в телерадиокомпании, в новостные агентства, интернет-издания, еще в много других мест. И главная особенность в том, что мы будем везде получать новый опыт. Мы всегда будем учиться чему-то новому. Ну и, конечно же, все наши преподаватели всегда поддерживают студентов. Они помогают участвовать в научных конференциях, да и вообще отделение журналистики — это обитель творчества. Мы будем рады видеть всех на нашем факультете.